Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Как видим, некий чеченский блогер Chechen Voice выпустил ролик, где говорит, что за советскую власть ингуши не воевали, и говорит, что Владикавказ забрали большевики и к нему ингуши не имели никакой отношений. Вот послушайте его ролик. И вашему вниманию мы предоставляем то, что Деникин писал про те события. Очерки русской смуты, Антон Иванович Деникин, страница 122. Большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением. Части генерала Геймана, наступавшие с севера, находились под ударом с фланга и тыла, со стороны ингушских аулов, с населением поголовно вооруженным, поднявшимся в защиту большевиков. Потребовалось 6 дней упорной борьбы, ряда последовательных ударов по ингушским аулам, в которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только 27-го Ингушский национальный совет выразил от имени народа полную покорность, приняв все наши условия, а 28-го после 10-часового уличного боя наши войска овладели Владикавказом. В последующие дни происходила только ликвидация остатков противника, рассеявшегося в окрестностях Владикавказа и зажатого нашими войсками в тесном районе Сунжинской долины между Владикавказом и Грозным. В Грузию бежало свыше 3000 красноармейцев. Как мы видим из вышеизложенного, ингуши после 6 дней борьбы покорились Деникину. И тут важно подчеркнуть, что ингуши сражались против Деникина совместно с большевиками. Как видим, автору нужно лучше изучить историю, а не заниматься фальсификацией истории. И посмотрим, что же на самом деле он написал про ингушей. Напомним, что ингушам приходилось идти на грабежи лишь с целью выжить, поскольку царская власть ставила этому народу довольно суровые условия для выживания. Изгоняла из плодородной равнины в горы, в которых вести полноценное земледелие в силу неплодородной каменистой почвы не представлялось возможным. Белогвардейский генерал Антон Деникин об ингушах времен революции и гражданской войны в своих мемуарах «Очерки русской смуты», том 4. Ингуши, наименее численной и наиболее спаянной и сильной военной организацией народ оказался, по существу, вершителем судеб Северного Кавказа. Моральный его облик определен был давно уже учебниками географии, главный род занятий – скотоводство и грабеж. Последнее занятие здесь достигло особенного искусства. Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветполя, немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили Государственный банк и Монетный двор. Они грабили всех соседей, казаков и осетин во имя исправления исторических ошибок, своего малоземелья и через полосицы большевиков в уплату за свои труды и службу кабардинцев просто по привычке, и владикавказских граждан за их беспомощность и непротивление. Их ненавидели все, а они занимались своим ремеслом дружно, широко, организованно, с большим размахом, став наиболее богатым племенем на всем Кавказе. Как видим из этого источника, именно благодаря ингушей был освобожден Владикавказ от белогвардейцев. Это неоднократно писал сам Орджоникидзе в своем труде. Как видим, ложь обречена на погибель. И еще Орджоникидзе в своем труде писал, что ингуши — единственный народ, кто встал на защиту советской власти от белогвардейцев.